Привет, смотрите. Это японская монетка. И сегодня я хочу рассказать вам о мангаках города Якутска, с работами которых мне посчастливилось познакомиться. Но не с целыми работами, а как бы с отрывками, либо какими-то скетчами. Также работами, представленными в сборниках, которые они мне подарили. Сейчас у меня, к сожалению, их нет. По моей неосторожности они опять же мною были утеряны. Но я хочу описать, какие они были. Один был зеленого цвета, другой желтого и один новогодний сборник. Наверное, я рассказываю очень смешно, но должна сказать вам, что я сняла, если не 1000, то несколько дублей, прежде чем начать это видео. Также я тестирую новое оборудование. Надеюсь, у меня все получится. В общем, поехали. Сегодня я буду рассказывать о художниках, как Инкю Принцесс, Лезгинка, Аширо и Мора. Они представляют собой творческую группу Нордика. И также вы можете их увидеть на мероприятии, которое называется Комикс-мания, и которое ежегодно и, может быть, даже регулярно проходит в городе Якутске. С Инку я познакомилась ВКонтакте. Я вышла на нее через одного своего знакомого. И то, что мне понравилось в ее работах, главная черта, которая мне нравится в этой художнице, это то, что человек действительно уважает и любит свой проект. Конечно, такое присущее, наверное, любому творческому человеку, но часто так бывает, что творческие люди могут отвлечься на что-то другое, либо позабыть, либо начать что-то другое, либо как-то усомниться в своих прежних персонажах. И насколько я знакома с Инкутян где-то на протяжении уже, наверное, где-то десятка лет, насколько мне известно, Анна продолжает свою работу, основную свою работу про персонажа, где, я полностью не читала, но есть персонаж Гамлет, инквизитор, бог, рыцарь. И эта работа, в общем, что мне нравится в данном художнике, когда я впервые увидела ее работы, мне показалось, что хотя они как бы рисуют в стиле аниме, если есть вообще такой стиль аниме, если рассмотреть всех манга, комиксистов, все равно угадывается, что неважно, какому жанру ты придерживаешься, какой эпохой принадлежишь, у каждого художника есть свой индивидуальный почерк. Все равно чувствуется своя какая-то собственная рука, свои мысли, свои идеи и так далее. Вот, когда я видела работы Инкутян, мне показалось, что я думала сегодня, что я об этом буду рассказывать, и мне показалось, что такие работы, в принципе, можно было бы увидеть где-нибудь на выставке, допустим, не в нашем столетии. Как это можно понять? Понимаете, как хотите, а у меня всего лишь 15 минут. Я могу сказать, что, возможно, некоторые работы могут выглядеть современные, а некоторые работы, если приглядеться к ним, то можно увидеть какую-то связь во времени или в путешествии во времени. Мне казалось, что вот в ее работах есть что-то такое немножко старинное, немножко и сегодняшнее, и немножко как будто эта история произошла-то когда-то очень давным-давно, которая, возможно, происходит на данный момент. Так, далее, вот эту монетку мне подарила Лезгинка, когда я ходила на мероприятие Комикс-мания, которое проходило в библиотеке имени Пушкина. Лезгинка меня потрясает своими женскими персонажами, как и мужскими тоже. Также не могу выделить какой-то определенной работы, с которой я была бы полностью знакома. Допустим, даже если взять персонажа, который зовут Миксина, который почему-то я часто называю Минога,
такой яркий персонаж, который мне нравится с детства. Допустим, это такие женские персонажи, как героини общеизвестной Астрид Линдгрен. Например, как Пеппи Длинный Чулок. В Японии они как-то назывались, я уже забыла. Такие яркие, взрывные, эмоциональные женские персонажи, которые выглядят так, как будто только сейчас же могут выпрыгнуть к вам с картинки вживую. Очень жаль, что... Не очень жаль, а мне почему-то в последнее время никогда не попадались вот такие вот экранные, телевизионные героини. Таких вот героинь я нередко встречаю, нередко вижу в манге, в аниме, в каких-то рисунках, которые промелькают у меня, когда я сижу в интернете, но в кино я вот таких персонажей не вижу. Наверное, это сложно сыграть. Бывают вот такие какие-то ежесекундные моменты в героинях, когда вот виден такой вот яркий, брызжущий, как какой-то ароматный фруктовый сок, и оптимистичный, и позитивный, и все эмоции у человека на лицо. Вот таких актрис я не сказала, что сожалению нет. Я бы сказала, в кино нет такого проработанного, такого женского персонажа, который встречается в художественных работах художников и в книгах, допустим. Так вот, это вот именно этим вот этим брыжущим, ярким, эмоционально окрашенным настроением понравились мне именно персонажи лезгинки. Ну, как я и предполагала, то ее работы могут понравиться детям, начиная, например, от 3+. Думаю, это очень ценный момент, потому что, как и говорили, и говорят, контент для детей делать очень, если не трудно, то вообще надо иметь, наверное, какой-то к этому талант. Далее, работы Аширу. Вот это было очень давно, после я не могу, ну, не наблюдала за ее творчеством, но она, кроме вот работ, она клепает такие вот красивые альбомы, делает кукол. Мне кажется, и в ее работах я заметила смелость руки. То есть данная художница, мне кажется, она может рисовать полотна покрупнее. Ну, те же самые, допустим, большой объем, ну, как бы на всю стену она может рисовать. Сейчас, как мне кажется, художников стало очень много, и это очень радует. Мне даже кажется, что мы сейчас переживаем такую эпоху, когда у нас происходит вот как и в Ренессанс, какое-то возрождение такое, когда чуть ли не каждый второй, десятый имеет какие-то способности такие творческие, будь то танцы, фотография, живопись, писательство и так далее. Но, допустим, даже вот как-то на своих доморощенных условиях можно рисовать какие-то мелкие детали, мелкие рисунки, скетчи, но рисовать на больших полотнах, на поверхности, которые отличаются какими-то большими размерами, то это, мне кажется, надо иметь не только какое-то определенное образование, но смелость руки. Вот что я заметила в работах Аширу. Далее Мора или Такитоко Кудрик. Ее работы вот среди как раз художниц Нордика, они, мне кажется, могли бы стать более популярными не только в рамках нашей республики, но и вообще, потому что ее стиль, жанр, в котором она рисует, сюжеты, которые она выбирает, так имеет такой, я бы сказала, популярный характер. Конечно же, это было мне более ближе и более симпатичнее, потому что в ее персонажах они такие, есть страсть, я бы сказала. Если я даже, она делала скетчи, и я немножко попутала персонажа, что кто это, кто является кем. Но кроме вот этой страсти, которая нарисована как раз-таки в аниме стиле, я бы сказала, подходит для манги, для комиксов,
у нее очень хорошая проработка именно в таком, в кадровость у нее очень хорошо проработана. Извините меня, конечно, я не разбираюсь во всех этих тонких нюансах, я просто рассказываю свое маленькое свое мнение, свои маленькие ощущения, свою точку зрения. И я видела некоторые моменты, допустим, когда вот сюжет разворачивается какой-то, допустим, что-то идет по тоннелю, и как вот это идет по тоннелю, как говорится, без лени все прорисовывается в кадрах. И, допустим, когда читаешь мангу, я читала мало манги, но еще рисованных историй, если ты зацикливаешься только на каком-то вот момент один, момент два, момент три, момент четыре, и упускаешь детали, например, вот та динамика, которая может быть, допустим, в мультике или в фильме, это сложно выразить на бумаге. Не сложно выразить на бумаге, а выражается она по-разному. У кого-то так, как-то более эстетично, у кого-то более динамично, у кого-то с какого-то угла и так далее. Так, что же еще я хотела добавить? Я очень-очень много я хотела добавить. Мне очень понравились сборники, которые мне подарили, и они даже содержали специальные автографы, именные подписи, пожелания. И они были так сделаны с любовью. Обложка у них цветная, и с края она прошита атласной ленточкой. Смотреть очень красиво. Новогодний комикс, как говорил Хоррор Карфокус, был сделан в минималистическом стиле, но это отнюдь не убавляло его содержание. И мне вот в комиксах, в сборниках вот нравились, например, кажется, они назывались Йонкома, которые рисует Лизгинка. Это такие маленькие комиксы, как по вертикали. Первое окошко, второе окошко, третье окошко. Или по горизонтали. И вот эти Йонкома, они были про самих авторов, то есть про самих авторов Нордика, творческого коллектива. И они были нарисованы в таком милашном, кавайном стиле. И у всех были, допустим, хвосты. Я забыла, что я не забыла, но еще вот среди Нордика, конечно же, обязательно я хотела отметить работу автора Харука Нека. Я подписана на нее в Инстаграме, вот думаю, оставить ссылки на них или нет. В прошлый раз я отправляла ссылки, когда я делала обзор на комикс «Якутск параллельный», я отправляла ссылки Роману Маркову и Хоррор Карфухусу, а вот сейчас, мне кажется, вот мое обсуждение, мое маленькое имхо, нужно коллективу Нордика «Как собаки пятая нога». Мне кажется, они как бы уже нашли себя, и особо такое вот чужое, как это называется-то, не очень профессиональное мнение их особо, наверное, не заинтересует, тем более я сама как бы этим профессионально не занимаюсь этим. Ну вот, возвращаясь к Харука Нека, я вот в прошлый раз немного оговорилась про Инктобер, потому что сам Инктобер как челлендж мне самой очень много дал, и каждый год я пытаюсь рисовать в этом месяце, и в общем, это здорово. Я видела ее инктоберские зарисовки, и, наверное, вот именно тогда я узнала об этом челлендже. И у Харука Нека у нее свой такой индивидуальный почерк, который, я бы сказала, когда я впервые ознакомливалась, допустим, с аниме, с тем же, например, Кисимото Масаши, у меня был такой вот определенный стереотип, что аниме рисуется именно примерно приблизительно в таком стиле. Так вот, у нее, я бы не сказала, что она рисует в аниме стиле, у нее свой какой-то художественный почерк. И я сама лично наблюдала, как она рисует скетчи, ну не уже скетчи, а уже работы, когда ходила вот на комикс-манию, она прям там сидела и рисовала черной пастой. И вообще, я несколько раз наблюдала, как рисуют. Ну, я наблюдала, как рисуют вот такие немножко грубоватые шаржи, а также я видела, как рисуют, ну, в якутском стиле
настоящие художники, которые умеют рисовать, оказывается, они не сидят и не простым карандашиком чертят, они могут просто взять, допустим, акварель, кисточку и прямо взять и нарисовать, как оно есть. Конечно же, мне очень нравятся реалистичные рисунки, но именно рисунки мангак, хотя там как бы линии немножко отличающиеся от такого реалистичного жанра, они почему-то в эмоциональном плане выражаются иногда даже больше, чем когда ты, допустим, просто фотографируешь глазами. Так вот, у Харуки Нека, допустим, в некоторых зарисовках можно заметить, что носы у них, например, не как, ну, как полагается по традиции. И очень хорошо нарисованы фигуры, именно анатомия фигуры. И хотя персонажи обладают какой-то вот меланхоличностью, в то же время мне понравилось, что почему-то в этих работах виден какой-то очень здоровый пофигизм. И даже несмотря на то, что, допустим, я видела картину грустный мужик в офисном костюме, который качается на качелях. И образ его был какой-то немного меланхоличный, но ни в коем случае не впадший в хандру, а как бы имеющий определенный такой здоровый пофигизм. Ну вот, 16 минута, мне пора закругляться. И, конечно, очень много хотела рассказать, но, возможно, я добавлю это как вторая часть, потому что в голове мне было очень много инфо, которые я хотела выложить про эту творческую группу, и благодарность, которую я хотела высказать в отношении них, хотя я с ними как бы не общаюсь, и просто где-то 2 раза, наверное, ходила на данный ивент, и просто очень было здорово узнать, что совсем близко рядом вот есть такие вот интересные творческие люди, которые так классно рисуют и которые нашли себя в этом и продолжают заниматься своим делом и, в общем-то, знают, чего хотят от жизни. Это было классно. Итак, пока, увидимся. Всем спасибо за прослушку.